Дорога заканчивается, начинается безудержное бездорожье, поэтому оставляем машину здесь и пешочком почапаем в сторону заброшенных деревень, смотреть, что там происходит. Надо же было так удачно найти скамейку на берегу небольшого водного объекта. Как раз думали, где устроить перекус. Надеюсь, этот звук дерева слышно скрипящего. Мы сейчас 7 километров шли пешком, и мы добрались. Это Пайвай? Деревня Пайвай. Пайвай Вилледж! Сейчас мы так-то, кстати, даже не засекли, во сколько оставили машину. И, короче, такие себе путешественники-блогеры. С собакой сразу стало менее скучно и менее страшно идти. Ищем речку и мостик. Давай, собака, сделай что-нибудь для контента. Как назовемся? Катись. Ну давай действуй, я не знаю. Сводка деревенских туристов. Время 2:30 дня. Машину мы оставили там, где кончилась дорога, примерно в 9:15. Сходили до деревни Пайвай. И вот тут начались приключения. Сколько? Сейчас мы идем обратно, находили 15,3 километра. И самое забавное, за нами увязался пес, который не дает нам вообще покоя. Только мы останавливаемся, это она. Она запрыгивает на нас, морает и не дает как бы стоять спокойно. Типа, ребята, или идем, или играем. Во-вторых, она не дала нам пообедать, ну потому что сами представляете, что будет, если мы достанем еду. А расчет у нас был такой, что когда мы закончим все дела в деревне, покушать и покушать, набраться сил и идти обратно, потому что идти 7 километров по такой дороге в деревне нам еще добавилось физнагрузки тем, что я потерял нож и обнаружил это, когда шли уже обратно, когда начали выходить из деревни практически. Я понял, что его нет, и мы пошли опять по второму кругу. Это заняло у нас примерно 2,5 километра, пока мы его нашли рядом с дорогой. Лиза, уходи! Я устал. Сейчас я поем и слезу. А я сегодня видел полевую мышь. А чего добился ты? Свайпай вверх и переходи в мою онлайн-школу путешественников. Кажется, мы нашли тропу кабанов. Сейчас мы отправимся вот в тот лес, потому что вполне возможно, что их стоянка совсем недалеко отсюда, и мы сможем показать вам самые редкие кадры. Да, Лиза? Это передача «Мы с Лизой на природе». Ё-моё. Ой, сейчас сядем за стол, ну и типа сработает такая штука, что собаке говоришь типа «Фу!» и она такая сидит под столом, ждет, когда ты что-нибудь кинешь, но нет, нифига, она абсолютно невоспитанная, и мы, похоже, будем кушать когда-нибудь потом. Совсем непонятно, что делать. Уже дошли до машины, собака от нас так и не отстает. Тупая ты свинья!